Грация, сила, гибкость, координация и выразительность. Даже в их ежедневных тренировках есть своя красота. В этом процессе спортсменки развивают в себе все необходимые качества для успешного выступления, какое они и показали на всероссийских соревнованиях в соседней республике. Одно первое и одно второе место. Также в рамках этих же испытаний на турнире Кубок Каспийского моря девочки завоевали 2 первых места и 4 бронзовые медали. Спортсменки, несмотря на свой юный возраст, очень трудолюбивы и уверены в себе. Мне было несложно, я была готова. Я знала, что можно любое место получить. Мне очень понравилось. Всероссийские соревнования проходили со 2 по 8 июля в Дагестане, в городе Каспийск. Ингушетию представили 10 лучших гимнасток под руководством своего тренера Татьяны Прокопьевой. На испытаниях девочки представляли первый разряд – кандидаты и мастера спорта от 10 до 15 лет. Несмотря на то, что гимнастки только начинают свой путь в большом спорте, со всеми трудностями, возникшими в ходе соревнований, они справлялись достойно. Сначала я, когда выступала с обручем, я очень переживала за свой риск. Но в итоге получилось его все-таки поймать. Ну, даже не поймать, а просто он упал мне на голову. Вот. А еще я очень попыталась сделать, я думала, что я успею под музыку, но наоборот, риск не поймала, но получилось наоборот, риск поймала, а под музыку не успела. Техническая подготовка спортсменок включает работу со снарядами, упражнения на гибкость, прыжки, силовые упражнения и акробатические элементы. Блестящий результат, показанный на всероссийских соревнованиях, это долгие и упорные тренировки, отмечает тренер. У нас тренировки каждый день по 4-5 часов. Если это серьезные соревнования, как всероссийские соревнования. Небольшая ли это нагрузка для девочек? Девочки уже привыкли к такой нагрузке, поэтому все хорошо. Художественной гимнастикой занимаются девочки разного возраста. Обычно родители отдают их в этот вид спорта совсем юными, с 4 или 5 лет. Алие Хамхоевой 8. В гимнастике она уже 4 года. За это время девочка успела научиться и отточить даже самые сложные элементы. Я научилась делать шпагат, мостик, поворот в колесо, равновесие. Я научилась колбаску делать. Я научилась делать комбинированное. А ты сможешь нам хоть одно показать? В месяц у юных спортсменок проходит по 3-4 соревнования, поэтому времени на отдых у них попросту нет. Сейчас упорно готовятся к Кубку России, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз 24.